Здравствуйте, мои дорогие любимые! Сегодня у нас с вами благословение высших сил для девочек, девушек, женщин по имени Надежда. Сегодня дошли до Надежды с вами. Вообще, даже имя такое символичное. Нам всем сейчас нужна надежда, и поэтому я решила выбрать именно сегодня это имя. Ну, вы же понимаете, да, от чего произошло это имя, да? Это имя произошло от греческого имени Элпис, которое как раз-таки и переводится как «надежда». Вообще, это имя носила одна из 3 сестер, которые почитаются в христианстве. Это 3 мученицы: Вера, Надежда и Любовь. И мать их София. У нас даже есть в Багратионовске такой храм, посвященный Вере, Надежде и Любви и матери их Софии. И у имени Надежды была древнерусская форма «надежа». На самом деле, то есть вот есть древнегреческое, да, или как греческое происхождение, а есть именно древнерусское происхождение. Вообще, Надежда — это такое имя, да, которое многих людей на самом деле вдохновляет. Потому что когда мы, вот даже перед собой видим человека с таким именем, мы начинаем думать только хорошее. То есть сразу же этот человек как-то укрепляет нашу силу, да. И по сути, сама по себе Надежда, она очень сильный человек. У нее есть терпение, у нее есть умение ждать, и она позитивно настроена на будущее чаще всего. То есть вот такое символичное имя, когда девочки дают, сразу же и появляется вот мысль, да, что дают, чтобы она умела быть терпеливой и сильной в жизни, а также оптимистичный вот этот настрой. Многие люди, мужчины, притягиваются к такой женщине, потому что они считают ее имя очень романтичным. Но сама Надежда, конечно, имеет очень твердый характер и некую основательность. Нади очень усидчивые всегда, да, и упорные, по сути, жизнерадостные люди. В целом очень позитивное имя и дает удачу все-таки человеку, которому его дали. Также дает христианское благословение, то есть в любом случае благословение святых. Я считаю, что по сути Надежда, она всегда стремится к некой цели. Это может быть цель в карьере и цель в жизни, в личной жизни, в семье, да. Поэтому ставьте цели, вы их в любом случае будете достигать, если у вас есть такое замечательное имя. Ну и надежд одиноких не бывает практически. То есть чаще всего это замужние девочки, женщины, девушки там, да. И редко бывают одни в жизни, то есть без семьи, например. Имя чаще всего дает сразу же вот такой посыл, что нужно жить в семье. Почему-то так. Зодиакальное соответствие имени Козерог. Интересно, да? Планета-покровитель Сатурн, так же, как у Козерога. Здесь идет совпадение. Черты характера выделяются такие, как терпеливость, целеустремленность, отзывчивость. Цвета имени коричневый и стальной. Видимо, из-за Козерога, в первую очередь из-за Козерога, мне кажется, да, еще терракотовый, может быть, какой-нибудь. И тут энергия Земли примешана, да. Счастливые цвета, белый и оранжевый. Вообще оранжевый и белый — это цвета духовности. Кстати, они у меня на столе. Странно, да, белая свеча и оранжевый кот. Святые покровители имени, я говорила, да, что это вот наши мученицы, и Надежда Римская, у нее именины 30 сентября. Вообще, сейчас скажу, какие есть именины у Надежды. Сейчас даже это вспомню. 14 марта, 20 марта и 21 октября еще. И 30 сентября я назвала, да. То есть вот такие именины. Камень-талисман, опал, янтарь, агат. Вот. Но янтарь, видимо, из-за цвета. А опал и агат все-таки у нас как-то к знаку зодиака Козерог, и к имени в итоге тоже, да.
Вот. Ну, я считаю, что все прекрасно. Если вы такой талисман себе возьмете, он будет вам по жизни открывать путь для того, чтобы вы все-таки достигали любых высот, да, и были богаты и счастливы. Ну, давайте теперь посмотрим благословение высших сил для вас, дорогие надежды наши. У нас 2 колоды Таро ангелов. Я беру сначала первую, буду выкладывать из нее 4 карты, а из второй 3 карты. Все как обычно, да, все как у нас по сценарию пошло уже, да, по одинаковому. Так, наше благословение высших сил для вас, для вашего имени и для вас, да, дорогие женщины. Итак, начнем с нашей справедливости, благословения высших сил по карте справедливость у вас. По сути, высшие силы благословляют вас принять взвешенное верное решение. Да? Иногда карта показывает, что, может быть, благословляют, например, в суде добиться справедливости или в каком-то вопросе, в каком-то деле. Вот. Также иногда на официальный брак, но вдруг вы собираетесь в официальный брак в скором времени вступить, то есть вам могут сделать официальное такое предложение, вот, или поработать в государственных органах, или с финансами, может быть, с юриспруденцией. Вот тоже такой вариант. Вообще, карта справедливость хорошая карта, она всегда показывает, что вы в скором времени добьетесь справедливости. И это хорошее партнерство, всегда надежное. Но также это именно такая вот карта, показывающая вот разрешение вопросов. То есть, когда у человека стоит спорный вопрос, он, по сути, прав, и он добивается своей правды, да. Может, выплат каких-то добьетесь в скором времени. То есть, высшие силы, они вас именно на это благословляют, да, вот добиться какой-то справедливости. Они встают на вашу сторону в этом вопросе. Может быть, даже в юридическом или в рабочем вопросе. Тоже вариант. Может быть, вам уже пора давно на руководящую должность, а вы никак на нее не могли зайти, там, забраться, да, по карьерной лестнице вверх. И вот, конечно, тогда вам по справедливости это положено. Ну, думаю, тут ясно. Перейдем к 5 мечей. Благословение по этой карте – это защита. То есть высшие силы, они благословляют вас защитить слабого. А по сути, может быть, другого человека подвергнут каким-то осуждениям, нападкам. Может быть, это ваш близкий человек. Может, кто-то ему подлость сделает, и вы будете его защищать. Может быть, даже в суде защищать, да? Но в любом случае выигрыш и победа за вами. Высшие силы говорят, что превосходство именно на вашей стороне, да, и численное превосходство, и профессиональная подготовка, и сила на вашей стороне. У вас есть все способности, чтобы защитить этого человека, и высшие силы, они вас всячески будут поддерживать. Вот. Может быть, придется не совсем легко что-то отбивать, да, или доказывать по поводу этого человека, что на него идут какие-то поклепы, там, да, нападки или еще что-то нехорошее. Но это все закончится очень удачно. И в скором времени ситуация разрешится наивысшим и наилучшим образом. То есть, вот видите, это прям рядом с картой справедливости очень хорошо легло. Тем более, что потом сразу же у нас наша замечательная карта умеренность, которая, по сути, показывает исцеление этой ситуации и вообще, в принципе, исцеление. То есть высшие силы, они благословляют вас получить как исцеление вот этой ситуации, да, вот, добиться справедливости и исцелить это все. И также просто исцеление вам по здоровью посылают. То есть это ангел умеренности, и он исцеляет абсолютно все. То есть как физическое тело, так и ситуации в вашей жизни. По сути, карта показывает охрану вашего дома, охрану ваших близких. То есть вот такое идет благословение, и что у вас есть ангел-хранитель, который вас бережет. Высшие силы сразу же это сказали. И они говорят, что вам под силу совершить настоящее чудо.
Ну, допустим, купить недвижимость в скором времени или купить все для ремонта за небольшие деньги, что-то достроить, построить, купить участок, может быть, недорогую квартиру как дополнительную недвижимость. То есть вот эта вот карта, она еще вот это может показывать, такое благословение. Также она показывает благословение, вот как будто получить уникальный шанс, забыть про любые прошлые обиды, простить кого-то и с кем-то помириться. Помириться, может быть, с тем, с кем давно пора было. То есть вот как будто мирные события какие-то идут в вашу жизнь. А по поводу личной жизни карта всегда благословляет на серьезные отношения, общий дом и очень спокойное такое совместное проживание, ну, гармонию внутри семьи, да. Если у вас в семье были какие-нибудь ураганы, они скоро обязательно утихнут. Тем более, что рядом стоит король жезлов. Это довольно честный мужчина, который идет как будто бы в вашу жизнь или есть в вашей жизни. И вот по сути высшие силы благословляют через эту карту решительно действовать в скором времени или заручиться помощью вот этого близкого мужчины и вместе с ним смело действовать, идти вперед к вашим целям, да. По сути, нужно верить в собственные силы и верить в этого человека, и никогда не сворачивать с выбранного вами пути. Высшие силы благословляют вас на прилив сил, энергии, на хорошее здоровье, и вы покорите любые самые высокие горные вершины. С любыми проблемами, даже с глобальными, вы справитесь. Для вас покажутся это мелкие проблемы. Любые крупные проблемы обмельчают в ваших глазах. Конечно же, карта показывает сильное улучшение и в личной жизни, и щедрость вашего партнера, что очень важно, да? На сегодняшний день мужчины щедрые все реже и реже попадаются. Хорошо, давайте посмотрим благословение высших сил, ангелов ваших, да? Посмотрим 3 карты из этой колоды. Хорошие карты, конечно, хорошие. Первая карта — хранитель изобилия. Для вас это время огромного успеха. Дорогие надежды, все ваши планы благословенны и реализуются в соответствии с ожиданиями. В ближайшем будущем появятся благоприятные возможности относительно работы. Примите их. Эта карта указывает, что кто-то с прекрасной карьерой будет вовлечен в эту ситуацию. Это человек, обладающий властью и исключительной честностью, который любит трудиться. Этим человеком могли бы быть и вы. Вот такая хорошая карта — хранитель изобилия. Мне она очень понравилась. И опять же идет влияние на вашу жизнь какого-то мужчины. Вторая карта — целитель действия. Вообще карта, когда целитель выпадает, значит все-таки что-то излечивается, да? Это время, когда вы можете выполнить все, что задумали, если ваше сердце открыто. Вас просят решить сразу множество задач. Вы охотно берете это на себя, поскольку знаете, что делаете что-то, от чего жизнь становится лучше. Эта карта указывает на кого-то любящего, интеллигентного, страстного и веселого. Очень может быть, что это именно вы. Этот человек способен с достоинством справиться с трудными ситуациями. Вот видите, вам кто-то как помогает, да? И 4 мыслей. Проводите время на природе, прислушиваясь к руководству своих ангелов и к своему собственному внутреннему голосу, поскольку излишнее копание в ситуации не даст ответов, которых вы ищете. Рассмотрите вариант, как провести отпуск или сделать небольшой перерыв, чтобы помочь себе хорошенько встряхнуться и четко определить, каким должен быть следующий шаг. В этом плане весьма полезной может оказаться медитация. Ну, вот такие вот у нас благословения высших сил для наших надежд. Вы даете нам надежду, потому что вы и есть надежда, да? Спасибо за внимание. Пишите, из каких вы смотрите городов. Пишите, чем вы в жизни занимаетесь. Все это нам интересно. И как вам понравилось благословение. Всем пока и до новых встреч. Предлагайте имена.